Урок номер 6 называется так. Что же такое грех? Аллилуйя. Господь дорогой, я благодарю Тебя за этот чудесный день. Я благодарю Тебя за эту возможность прикоснуться к Твоей благодати. Я благодарю Тебя, Господь, за неисчерпаемые источники мудрости, которые Ты открыл для нас. И мы имеем возможность черпать из этих колодцев. Я благодарю Тебя, Господь, за каждого брата, каждую сестру. И я прошу Тебя, сделай нас источниками, из которых течет живая вода в вечную жизнь для многих народов. Я прошу Тебя, пусть Твой Святой Дух, Он заполнит эту землю. Пусть Он покроет Твоей благодатью. И каждый человек, который соприкоснется с Твоей мудростью, он не захочет отойти от Тебя ни на минуту. И я прошу Тебя, подними ценность Твоего святого слова. Подними его на такой уровень, чтобы люди боялись его искажать. Чтобы люди не смели ничего добавлять, ничего убавлять. Но чтобы чистое словесное молоко, которое способно возрастить любого человека ко спасению, пусть оно течет по этой земле, и пусть оно ценится превыше всего. Будь прославлен, Господи, через каждого, кто находится на этом месте, и помажь уста каждого, помажь уши каждого, помажь руки каждого, чтобы эти слова, войдя в них, они ожили и приобрели силу жизни, чтобы, как Ты сказал, Слово Твое есть дух и жизнь. Пусть это слово реализуется через каждого, кто находится на этом месте. Я призываю благословение на каждого человека. Благословение на них лично, на их родных и близких, на их дома и на каждого человека, который соприкоснется с ними. Пусть Твоя благодать истекает немерою. Прославься, Господь, среди нас. И пусть имя Твое будет возвеличено превыше всего. Имя вечного и всемогущего Бога нашего Отца, Сына и Святого Духа. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Спасибо вам. Я вас прошу, когда тут будет очень тихо, начинайте кричать. Начинайте кричать. Вы знаете, как только ты крикнешь, то ты ощутишь, что ты вышел из той скорлупы. Что? А потом уже дух потек. То есть вы пользуетесь этим. Это не просто крик от нечего делать. Это не форма религиозная. А это когда ты чувствуешь, что тебя уже, знаете, окутали какими-то путами. И надо разорвать эти путы. Надо крикнуть. Ты чувствуешь, дух пошел. Вот теперь твоя личность духовная, она начала на поверхность выходить. И ты чувствуешь, а Господь реагирует. Он тут же приходит и говорит, давай, не останавливайся. Аллилуйя. Вы заметили, что я назвал последнее учение так, где грех берет свое начало. И сегодня я хочу говорить именно о грехе. Я хочу сделать понятным это слово. Кто мне сможет сформулировать лаконично, что такое грех? Он сказал, делай вот так вот. Человек говорит, нет, я сделаю по-другому, это грех. Аллилуйя. Все согласны с этим? Вы понимаете, если я задал бы вопрос на улице, человеку, который не очень понимает Слово Божье, он бы сказал, убить человека это грех. Там напиться так, что валяться как свинья. Там изменять своей жене, которая тебя не изменяет. А если изменяет, то не грех. А вот если не изменяет, тогда грех. Красть в особо крупных размерах. И то у человека, у государства можно. Народ говорит так, если у государства украл, то это не грех. Но если у человека украл, он же работает, трудится, а ты у него забираешь. Это грех. Человек занимает позицию Бога и дает всему определение. Этот у государства украл. С чего его судить? Пусть гуляет, он ничего плохого не сделал. А этот сосед обокрал. А этого убить надо. Как он мог? Слушайте, мы с вами рассмотрели в прошлый раз, как змей подошел к Еве. Бытие 3 глава. И змей начал потихонечку подбираться к сердцу Евы. Он начал к ней, как этот самый, знаете, ловелас, который хочет в постель к женщине влезть. Он и цветы дарит, и он лучшей косметикой пользуется, и костюм с иголочки, и деньги в кармане, и ресторан, что хочешь. И машина черная, не хочешь черную, пусть будет белая. Лишь бы только достичь цели, потом только делай, что хочешь. И этот же тоже подходит к Еве и говорит, Ева, это что, в самом деле Бог вам запретил кушать от всякого дерева? И вы помните, мы тогда открыли, что он вообще, уже
заливал. Понимаете, ложь, если она стопроцентная, ну кто поверит? Стопроцентная ложь, но она голая, ее, в народе говорят, и ежику понятно, что в это нельзя верить, сказки рассказывать. А вот когда она прикрашена хорошо, когда ее немножко, но в самое сердце, много-много хорошего и чуть-чуть маленькой лжи, вот тут берегись. Ты не поймешь, ложь или правда? Вроде похоже на правду. А когда начал есть, медицина констатировала, немножечко цианистого калия было там. Много не нужно, чуть-чуть, и человека нет. Что сказал Бог? Помните, мы в прошлый раз получили откровение, что Бог, если бы запретил от всякого дерева есть, то тогда бы, получается, Он изначально их приговорил к голодной смерти. Ну, так, конечно, нет. Всякого дерева можно было кушать. И это что было? Милость, любовь Бога или не любовь? Я буду часто задавать такие вопросы, потому что нам надо будет показать людям, что Бог, Он не человека-ненавистник. Бог, Он любит человека. И даже невзирая на то, что Он написал, что будет в озере гореть всякий лжец, всякий блудник, всякий пьяница, всякий бийца, развратник. И при этом Он любящий. То, что человек не может это в своем сознании совместить. Как это так? Любящий и в огонь. Ты не ломай голову. Ты сначала бери и читай его слова. Шаг за шагом он будет тебе открывать. И ты будешь узнавать прямо от него вообще, как он мыслит, как он видит, что он думает, что он ожидает. От чего он ожидает, что ты не будешь делать, чего он не хочет видеть. Но ты не можешь сам с собой измерять его. Это его мир. Ты сюда попал как турист. Давид говорит, как дни наши на земле. Говорит, как и наши отцы, мы тут странники. Ну, странник, турист, странствует с одной стороны в другую. Так вот, он говорит, ты странник, ты попал на чужую территорию. Это чужое государство, но тебе позволено здесь быть главнокомандующим. Человека сделал Бог как управляющего? Кто помнит? Для чего Бог сделал человека? Он владычествовал на земле. А при этом мы узнаем, что он странник на земле. И не знаешь, что на этой территории правильно, а что неправильно, пока ты не услышишь прямо от самого царя, царей, Бога, богов, то есть Создателя. Таковы правила. Как мы сказали, что ювелир не может отличить настоящее золото от фальшивого золота, точно так и человек, пока он не пройдет обучение у самого Создателя, который является автором, конструктором. Ведь от начала до конца земля – это его замысел. И реализация этого замысла опять же принадлежит ему. И нигде ты не можешь получить информацию, которая была бы достоверной. Любой человек, который тебе говорит что-то, он тебе говорит только гипотезу. Понимаете, гипотеза – это не аксиома. В чем разница? Аксиома – это то, что не требует доказательств. Это только Господь может сказать. Это Слово Божье аксиома. А все остальное – это одни гипотезы, предположения, догадки. И если ты будешь пользоваться гипотезами, ты обречен. Если ты будешь свою жизнь строить на чьей-то ошибке, представляешь, как больно в конце, когда ты вдруг обнаружил, что ты верил всю жизнь не в то. Посмотрите на коммунистов, которые так отчаянно, с радостью строили светлое будущее. Они жили ради светлого будущего. Они свою жизнь отдавали ради светлого будущего. А теперь они смотрят беспомощные, без всякой надежды. Юность ушла, здоровье ушло, а они верили, да не в то. Оно рухнуло. Но Господь говорит, из моей руки никто вас не вырвет. И нет разочарования. Но для того, чтобы в это место прийти, где нет разочарования, в Боге нет недостатка, ни в чем. Но чтобы увидеть, как это станет твоим достоянием, тебе приходится от Него слово за словом принять, понять, попробовать, увидеть, как оно действует, и тогда занять позицию и сказать, да хоть стреляйте в меня. Откуда у Павла такое откровение, что говорит, ни смерть, ни жизнь, ни начало,
Ничто, говорит, не может меня отлучить от любви Божьей. Аминь. Но это же нужно взять, это должно стать откровением, оно должно открыться в тебе. И вот для этого мы с вами сейчас шаг за шагом последовательно узнаем, а что такое грех? Я понимаю, грешить плохо, но если я не понимаю вообще, а что такое грех, то тогда некоторые грехи я буду делать, как будто бы это праведность. Посмотрите, Иисус Христос говорит, вас будут даже убивать, но при этом будут думать, что служат Богу. Он говорит, раб не выше господина. Если господина гнали, то тогда и вас будут гнать. Но в чем причина, почему будут гнать? Они будут уверены, что то, что вы делаете, это неправильно. И они будут делать это ревностно. Поэтому мы должны понять сначала, что такое определение, основное определение греха. И, в принципе, то, что брат Олег сказал, ну это правильно. И то, что человек на улице, помните, который говорил, там, убивать, тоже грех, там, блудить грех, и он тоже прав. А кто скажет, что не прав? Пьянство грех. И неважно, верующий говорит или неверующий. Но мы с вами начали исследовать человечество в самом его зачатке. Пока еще нет миллиардов людей, пока еще нет цивилизации, пока еще нет политических объединений, пока нет коррупции, есть просто семя человечества. Семя человеческое – это Адам и Ева. Помните, Бог говорит, и создал Бог человека как? Мужчину и женщину. То есть Он смотрит на человека не как на плоть, а Он смотрит как на понятие. Для Него человек – это понятие, потому что, когда Он говорит, первый человек из земли, перстный. Кто это был, перстный из земли? Адам, да? А второй, кто стал человек? Господь с неба. Но ведь Господь-то дух. А Он говорит, человек. Так вот, как духа, у духа нет тела. Нет нервных тканей, нет косточек, нет вен, сосудов, артерий. Он дух, но ему нужно тело на земле. И поэтому он своим духом обволакивает людей, которые ему отдали себя в жертву. Ну, в живую жертву, святую, для служения. Не подумайте, что я имею в виду, как Авраам. Нет, он говорит, предоставьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Господу. Для чего? Для разумного служения вашего. Ему мало пользы, если человек себя отдает на сожжение. В этом мало любви. А вот начни ему служить, вот это любовь. Начни выполнять то, что ему хочется, вот это любовь. А то, что ты себя уничтожишь, это не любовь. Это грех. А человек может в порыве такого фанатизма духовного, да, или религиозного, в автомобиль, начиненный взрывчаткой. И со словами «Аллах Акбар», «Аллах велик». И сам туда, и других туда. Я хочу сделать видимым, что не всякий религиозный поступок является духовным. Не всякий религиозный поступок является богоугодным. Но люди, которые совершают эти поступки, они внутри себя убеждены, что это угождает Богу. А Бог говорит, если я сотворил, кто мог поднять руку на мое творение? Разве не знаете вы, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? И если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Потому что храм Божий свят, а этот храм вы. Смотрите, когда Слово Божье знаешь, то можно проверить действие человека с тем, что говорит Господь. Если ты читаешь Слово Бога, и он говорит, человек, который посягнул на то, что создал Бог для себя, это грех. А человек, разрушая, думает, что он делает какой-то праведный, святой поступок. Поэтому мы должны очень ясно понять, что же такое грех. И я вас приглашаю не услышать, как я скажу термин «грех» это ту-ту-ту-ту-ту. А я вас приглашаю исследовать этот вопрос. Давайте мы с вами начнем читать 3 главу Бытие. И с вами помним, какой вопрос мы исследуем. Как вы думаете, исследование Писания – это
богоугодное дело или нет? Слушайте, Иисус Христос